Кодекс тогуз хоргол, сокращенный вариант. Основные положения. По итогам жеребьевки игроки располагаются каждый по свою сторону. Перед началом игры на игровом столе должны быть доска, часы, бланк для записи партий. Перед началом игры игроки проверяют начальную позицию, пожимая друг другу руки, демонстрируя право на начало игры. После окончания партии игроки записывают результат в бланк для записи партии, подписывают ее и рукопожатием закрепляют результат. Если стороны не пожали друг другу руки, судье необходимо произвести рукопожатие. Ход. Ходом называется перекладывание корголов по одному корголу против часовой стрелки из любой лунки, находящейся на своей стороне, начиная с той же лунки. После 9-й лунки со своей стороны следует первая лунка соперника, а затем вторая и так далее. Если в лунке имеется один коргол и ход делается им, то в результате лунка становится пустой, а коргол перемещается на следующую лунку. Если последний коргол попадает в одну из лунок соперника, и если число корголов в той лунке будет четным, то ход считается результативным, и игрок забирает все корголы из этой лунки в свой казан. Если последний коргол попадает на сторону соперника и оказывается нечетным, кроме правила туза, а также если последний коргол попадает в одну из лунок на своей стороне, то независимо от числа получившихся корголов, корголы никем не забираются. Ход считается завершенным после того, как соперник опустил последний коргол в лунку или корголы в казан и перевел часы. Ход должен быть сделан одной рукой. Исключение составляет бай. Если в лунке более 12 корголов, то свободная рука является вспомогательной. Тогда можно взять все корголы той рукой, которой будет производиться ход, и примерно половину корголов положить в другую руку. После того, как закончатся корголы, в руке, выполняющей ход, нужно оставшиеся корголы переложить в другую руку и закончить ход. Если ход делается двумя руками, играющий перед тем, как сделать ход, должен обратить внимание соперника на количество корголов в лунке и показать на лунку, куда должен попасть последний коргол. Ход считается выполненным, если игрок положил в следующую лунку коргол, находящийся в руке. Ход необходимо делать только после того, как соперник сделал ход и перевел часы. Туз. Если последний коргол игрока попадает в лунку соперника с двумя корголами, то эти три коргола игрок забирает в казан и обязан объявить данную лунку тузом. Этим самым игрок выигрывает лунку соперника, и все корголы, которые в последующем попадут в лунку туз, он забирает в свой казан и ставит знак туза. Лунки ОС, то есть номер 9 лунка, не могут быть тузами. Поменять туз в течение партии нельзя. Каждый игрок во время игры может объявить туз только один раз. Также, если один игрок объявляет какую-то лунку тузом, то второй игрок не может объявить тузом одноименную лунку, то есть с таким же номером. От туза отказаться нельзя. Все корголы, которые попали в туз, собирает хозяин туза в свой казан. Туз нужно отметить специальным знаком. В протоколе для записи знак туза отмечаем буквой X. Окончание партии. Партия считается оконченной, если один из игроков набрал 82 и более коргола в своем казане. Если игрок набрал 82 коргола и больше, то партия останавливается, а у соперника подсчитываются корголы, находящиеся у него в казане. Партия считается оконченной, если соперник объявил о своем проигрыше, то есть сдался, а в протокол и в бланк для записи партии указывается счет. При учете количества корголов записываются находящиеся в казане корголы на момент объявления проигрыша. Партия считается оконченной, если на стороне у игрока не осталось корголов. В этом случае подсчитываются только корголы, находящиеся у него в казане. Если у него меньше 81 коргола, партия считается проигранной этим игроком. Если 81 коргол, то ничья. Если больше 81 – выигрыш. Партия считается оконченной ничьей, если оба игрока набрали в казанах по 81 корголу. Партия считается оконченной ничьей, если оба игрока согласились на ничью. Партия считается оконченной ничьей, если на доске получается ничейная позиция желаемого повторения позиции через 73 хода. Партия считается оконченной ничьей, если у обоих игроков закончилось время, упал флаг, а в казанах 81 или меньше корголов. Партия считается оконченной, если один из игроков опоздал на половину контроля плюс 30 секунд, зафиксированные контрольными часами. Опоздавшему записывается поражение, если иное не предусмотрено положением о соревнованиях. Партия считается оконченной, если у одного из игроков упал флаг. Ошибки игроков. Если в процессе партии не была обнаружена ошибка, а в протокол для записи партии был записан результат и поставлены подписи, то партия не переигрывается. Если был сделан невозможный ход или была испорчена позиция, корголы рассыпались, то восстанавливается позиция до ошибки. Если при выполнении хода играющий неумышленно рассыпал корголы, он должен восстановить позицию за счет своего времени, затем переключить часы.
Часы для игры Тогус-Хоргол. Часы для игры Тогус-Хоргол – это часы с двумя циферблатами, взаимосвязанные между собой так, чтобы только одни могут идти в одно время. Падение флага означает истечение времени игрока. Судья должен поставить часы справа от черностороннего. Часы белостороннего пускаются во время определенного регламентом. Затем каждый игрок после сделанного им хода останавливает ход своих часов и пускает ход часов соперника. Показания часов неоспоримы. Только при наличии явных неисправностей игрок должен обратиться к судье. При обнаружении неисправности судья должен заменить часы. Обращение с неисправностью часов должно быть сделано до падения флага. Если при выполнении хода упал флаг, необходимо дать возможность сделать ход до конца. При результативном ходе хоргола необходимо снять с доски и положить в казан. При замене неисправных часов судья должен установить точное время, использованное каждым игроком. Если есть доказательства, что неисправность была на одних часах, он исправляет только показания этих часов, иначе исправляются показания часов обоих игроков. Общее время делится на 2 и распределяется между игроками поровну. При установке времени, если у одного из игроков остается меньше 5 минут, то судья доводит его время до 5 минут и прибавляет дополнительно его сопернику столько же. Соглашение на ничью или признание поражения остаются в силе, несмотря на падение флага. Если упали оба флага, подсчитываются хорголы игроков в казанах. Запрещается руками придерживать часы или удерживать кнопку часов. Игрок может остановить ход обоих часов только при падении флага. Запрещается самостоятельно менять показания часов, при необходимости надо приглашать судью. Падение флага должны зафиксировать только игроки, играющую партию или судья. По просьбе игрока судья должен установить часы. Если партия была начата без часов и игроки или судья решили поставить часы по тем или иным причинам, то необходимо установить для обоих игроков одинаковое время. То есть от реального времени отнимается время начала тура и делится на 2. Полученный показатель устанавливают обоим игрокам. Игрокам нельзя ставить меньше 25 минут. Игрок нажимает на часы той рукой, которая выполняет ход. Запись партии. Каждый игрок обязан делать запись ходов обоих игроков ход за ходом, согласно правилам нотации Тогус-Хоргола. Бланк для записи является собственностью организаторов соревнований. Бланк для записи должен быть расположен так, чтобы всегда был виден судье. Запись партии должна вестись до окончания партии. Запись партии может быть прекращена только при условии, если у игрока осталось меньше 5 минут до конца контроля. Переписать свою и партии игроков разрешается судьями только по окончанию тура. Любой игрок или представитель игроков может обратиться к судье, чтобы попросить записи партии. Судья обязан предоставлять бланки с записями партии или их копии. При потере или порче бланка игрок или представитель, взявший для переписывания, несет полную ответственность и может быть наказан вплоть до исключения из соревнований. Судьям рекомендуется после туров вывешивать избранные партии игроков. Игрокам, которые не производили запись партии или запись была произведена не до конца партии, объявляется предупреждение. Учет результатов игр. Победитель партии получает 1 очко, а проигравший 0 очков. За ничью оба игрока получают по 0,5 очка. При проведении соревнований по круговой системе, матчей и турниров, где регламентом о проведении соревнований предусмотрен подсчет хорголов, необходимо в протокол записывать кроме счета количество набранных хорголов проигравшего игрока. Ничья. Ничью может предложить только играющий после сделанного хода перед переключением часов. Предложение ничьи можно сделать не более 3 раз. Если игрок сделал предложение ничьи более 3 раз, это равносильно отказу от игры, и соперник может потребовать записать поражение игроку, который предложил более 3 раз ничью. Каждое предложение ничьи должно отмечаться знаком «равно» в бланке для записи партии обоими игроками. Игрок может потребовать ничью, если на доске ничейная позиция Челымова. Судья должен принимать протокол для записи партии в ничью в присутствии обоих игроков. Система проведения соревнований и виды соревнований. Соревнования проводятся в личном и в командном зачете. Соревнования в командном зачете проводятся по олимпийской системе, до 2 поражений в личном зачете по швейцарской системе. Контроль времени на обдумывание 1 час на каждого игрока, 2 часа на партию. Команды должны быть экипированы в единую форму, утвержденную федерацией. Расстановка по доскам производится перед началом игры. Игрок на первой доске производит жеребьевку для определения сторон. Первая доска, победившая в жеребьевке, садится за белую сторону, а второй спортсмен садится за черную сторону. После рассадки по доскам замены запрещены. Определение победителей.
при определении победителей в личном зачете, проводимых по швейцарской системе. Наибольшему количеству очков при одинаковом количестве очков по коэффициенту Бухгольца при одинаковом коэффициенте по результату личных встреч при ничей по коэффициенту Прогресс при одинаковом показателю по коэффициенту Бергера. В командном зачете в олимпийской системе по результату встречи при ничьей по количеству корголов в проигранных партиях, у кого больше количество корголов, та команда имеет преимущество. При одинаковом количестве проигранных корголов по результату первой доски при одинаковых показателях назначается дополнительная игра. Заявки. Образец заявки. В главную судейскую коллегию по Тогуз-Хоргол Кыргызской Республики. Заявка. От сборной команды. Для участия на всемирных играх кочевников по Тогуз-Хорголу. Номер. Фамилия, имя, отчество. Спортивный разряд. Год рождения. Фамилия, имя, отчество тренера. Виза врача. Спортсмен допущен к соревнованиям. Врач. Руководитель. Игроки мужского пола не могут играть вместо женщин. Команда допускается на соревнования при присутствии не менее 50% игроков. Судья и судейская коллегия. Судейская коллегия утверждается руководящей организацией. Во всех официальных соревнованиях с участием более 7 человек назначаются главный судья, заместитель главного судьи, главный секретарь, судьи при участниках и секретари. Количество судей при участниках в зависимости от уровня соревнований. Один судья может вести от 1 до 6 партий. Количество секретарей не более 9 человек. Минимальное количество судей 3 человека. Судья должен следить за строгим соблюдением настоящего кодекса и регламента о проведении соревнований. Судья должен быть объективным, действовать в интересах соревнования. Судья должен контролировать ход соревнований, следить за порядком, чтобы игроки не были потревожены. Если проходит игра без часов, судья должен следить за контрольными часами, чтобы не менее чем за 50 минут задерживающимся партиям поставить часы. Если игрок не нажал на кнопку часов, судья может не обращать внимания, но может принять меры по своему усмотрению. Судья должен следить за тем, чтобы игроки не применяли дополнительных средств во время игры, записи предыдущих партий, использование диаграмм, сотовых телефонов, компьютерной программы и так далее. Игрокам дается предупреждение, за 3 предупреждения снимается 1 очко, за 4 предупреждения игрока исключают из соревнования, в следующих случаях выносится предупреждение. Судья должен следить за тем, чтобы игрок во время игры не разговаривал с участниками соревнований, игроками, с тренером и так далее. При необходимости можно разговаривать в присутствии судьи или соперника. В зале для игры имеют право находиться судьи и игроки, не закончившие партии. Всем остальным запрещается находиться в зале, где проходят игры. Игрокам, которые не записали партию до конца. За проявление неуважения к судьям. За препятствование в проведении и хода соревнования. По регламенту судья имеет право запускать часы у играющего на белой стороне. Зафиксировать поражение игроку, который опоздал на половину контроля, времени плюс 30 секунд, указанного в регламенте. Судья, принявший необъективное решение, может быть исключен из судейского состава. Толкование кодекса. Официальное разъяснение по кодексу дает Совет Федерации Тогуз-Хоргола Кыргызской Республики.